Несмотря на то, что правительство Узбекистана объявило еще в 2010 году принятие такой полноценной программы борьбы с коррупцией, на деле эта борьба не ведется. Элита продолжает обогащаться за счет различных коррупционных схем, которые имеют место по закупкам импорта, то есть закупкам всего продовольствия, а это много ни мало 11% от ВВП. Это многомиллиардная сумма, которая, в принципе, питает все эти элитные круги, в то время как народ продолжает жить, как и жил, за счет гастарбайтеров, которые вынуждены ехать искать лучшей жизни в России. И в Узбекистане, на мой взгляд, и на взгляд многих международных организаций, это просто самая удручающая обстановка. Но тот же даже Казахстан, где экономическая ситуация, наверное, наиболее благоприятная в регионе, тоже страна, в которой очень много проблем с коррупцией. Экономика в Казахстане намного больше, нефтяных скважин в Казахстане больше, поэтому и элита как бы сильнее. Поэтому по некоторым оценкам сумма вывезенных активов и денежных средств из Казахстана составляет 130 миллиардов долларов, и причем это по самым скромным оценкам. Куда деваются эти деньги? В какие страны они вкладываются? Деньги в том числе в Великобритании. Вот наша встреча была в Чатем-хаузе, мы говорили об активах бывшего зятя президента Назарбаева Рахата Алиева, который покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Вене год назад. Вот только его активов, принадлежащих ему, а сейчас его вдове, насчитано в Лондоне на сумму более 130 миллионов фунтов стерлингов. Что касается многомиллионных сумм, связанных с дочкой президента Каримова, Гульнары Каримовой, вы знаете, что замороженные счета на многие сотни миллионов долларов, которые, по подозрению тех же американских следователей, принадлежат дочке узбекского президента, которую она получила в форме взяток за различные бизнес-сделки. Есть ли возможность возврата этих денег домой, на родину, в тот момент, когда в этих странах, в Казахстане, Узбекистане, установятся демократические режимы? Да, эти деньги должны, конечно же, быть возвращены на их историческую родину. Совсем недавно бывший премьер-министр Казахстана заявил о необходимости проведения так называемой криоэкономики, то есть призвав западные державы к замораживанию счетов и активов клептократов с их последующей репатриацией на родину. Об этом заявляют и казахстанские оппозиционеры, и узбекистанские, и из других стран региона, о том, что эти деньги должны быть заморожены, и в результате, когда в этих странах восстановится верховенство закона, будут восстановлены институции, будут свободные СМИ, парламенты, когда для этого созреет обстановка, эти деньги будут и должны быть возвращены своему исконному владельцу, народу Казахстана, народу Узбекистана.